В общем чате Вайбера, где родители заболевших и контактных детей получали информацию об их состоянии, появилось видео о санитарно-эпидемиологических нарушениях в общежитии Тувинского строительного техникума. Видно, как одна из родительниц беспрепятственно вошла в карантинную зону. На фото, которое присылали дети своим родителям, видны факты нарушения пожарной безопасности. В обсервации детям и взрослым приходилось делить соседство и с тараканами. На 92 ребенка и 24 взрослых здесь всего 3 санузла. О горячей воды и души говорить даже не приходится, потому что их нет. Несмотря на все неудобства, дети находятся в хорошем настроении. Не унывают, слушают музыку, поют песни под гитару и улыбаются. На момент съемки дети чувствовали себя хорошо. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Сегодняшний день мы осмотрены, на данный момент 92 детей. Состояние у всех стабильное. Тяжелых таких больных нету, на госпитализацию никого не направляли. Исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалык, узнав о антисанитарных условиях в строительном техникуме, в срочном порядке распорядился переселить детей в здание с лучшими условиями проживания. В 18:30 было решено детей перевести. Печально, что некоторые родители сами нарушают антиковидные меры по профилактике и безопасности детей. Ведь во время обсервации любые внешние контакты с детьми запрещены. Нельзя передавать еду, личные вещи, так как на многих поверхностях вирус может жить до 2 или 3 дней. Медицинский персонал в средствах защиты выстроился в живой коридор, чтобы ни дети, ни родители не контактировали друг с другом. Правительство Тувы подписало соглашение с гостиницей Буян-Бадыргы, чтобы контактные дети окончания обсервации переждали в комфортных условиях. Ведь для них это все и так стресс. С сегодняшнего дня они будут жить в очень хороших условиях. Нас всех это удовлетворяет, потому что чайники, душевые, туалеты в каждой комнате индивидуально. Поэтому дети, которые вместе лежали и которые совместно были в одной комнате, точно так же в таком расположении будут находиться в гостинице Буян-Бадыргы. Они будут 14 дней по требованию Роспотребнадзора, они будут здесь по предписанию находиться в Буян-Бадыргы. Питание у нас было согласовано. Договор услуги нам индивидуальный предприниматель Доржу Роберт Дармеевич в 5-разовом питании. Это завтрак, обед, полдник, ужин, поздний ужин детям будет обеспечено. Персонал гостиницы Буян-Бадыргы готовится принять детей. Кровати, матрасы, полотенца, гигиенические наборы – все это нужно приготовить за ограниченное время. Комфорт детей в условиях обсервации превыше всего. Наша съемочная группа решила лично убедиться, в каких санитарных условиях находятся гостиничные номера. В каждой комнате, где будут проживать дети, имеется телевизор, холодильник, набор полотенец, чистая постель, горячая и холодная вода, ухоженный санузел, раковина, душевая, подключен Wi-Fi. Организовали транспортировку всех наших детишек и персонала. Вопросы приходилось решать очень оперативно по поводу размещения и на условиях обсерватора, и условиях изолятора. Некоторые родители приехали из районов, чтобы убедиться, в каких условиях живут их дети. Аида Сюрюн – мать 3 детей. 2 из них были в первом сезоне оздоровительного лагеря «Байлак». 1 из них находится на лечении в Республиканской детской больнице Кызыла, а старший был в обсерваторе строительного техникума. Узнав об условиях в общежитии, она незамедлительно приехала в Кызыл, чтобы просить перевести детей в более комфортные условия. Для того, чтобы успокоить детей, в виде исключения одной из родительниц позволили осмотреть номера, в которых будут жить дети. Надев защитный костюм, она постучала в первую попавшуюся дверь, лично проверила условия проживания детей и сразу почувствовала спокойствие и радость. Так хорошо, все чисто, уютно, дети довольны. И как родитель, я законный представитель, тоже я довольна. Спасибо вам большое за такой кратковременный срок. Сегодня прям с 5 часов так хорошо сделали. И огромное, от имени родителей, огромное вам спасибо. Мы, в свою очередь, призываем жителей республики относиться с большой ответственностью к своему здоровью и здоровью ваших детей. Алдынкыз Буян, Буян Монгуш, Ангар Оржак, Тува 24.